Гагра – второй по численности город Абхазии после столицы и самый популярный курорт страны. В течение 2,5 лет здесь сделано немало, чтобы решить проблемы жителей. Численность населения Гагарского района составляет 39 300 человек. Из них 23 265 человек трудоспособны. В настоящее время 8 122 человека трудоустроены в различных предприятиях и организациях. По словам главы администрации района Юрия Хагуш, с 2020 года появилось порядка 150 новых рабочих мест. Среднемесячная заработная плата – 13,5 тысяч рублей. Кадровый дефицит в основном среди технических профессий. Не хватает специалистов и в различных отраслях хозяйственной деятельности. Стоит отметить, что в 2023 году администрация района за счет средств собственного бюджета планирует увеличивать на 50% заработную плату гражданам, не попадающим под софинансирование Российской Федерации. Их около 250 человек. На эти цели в районном бюджете заложено более 10 миллионов рублей. Количество пенсионеров в районе 7742 человека. Из них 1603 получают только лишь абхазскую пенсию, средняя сумма которой 2000 рублей. 6139 граждан получают российскую пенсию, средняя сумма которой составляет 10 тысяч рублей. Значительные средства, поступающие в госбюджет, идут из казны Гагарского района. С 2020 по 2022 годы доход удалось увеличить в разы, и таким образом он стал рекордным. Если говорить о цифрах, бюджет увеличился на 167,5 миллионов рублей. Мы столкнулись с очень большими проблемами в мае месяце 2020 года. Была закрыта граница, период пандемии, COVID-19. Перед нами стояла задача выплатить бюджетникам заработную плату. Было очень тяжело. В этом вопросе нам помогло руководство страны. В июне-июле месяце они нам перевели в район 19 миллионов рублей, чтобы мы все свои обязательства перед бюджетными сферами закрыли. 1 августа, как вы знаете, открылась граница. Был очень большой поток туристов. Мы столкнулись еще с многочисленными проблемами, с вывозом мусора, не хватало спецтехники, не было сотрудников в хозяйственной части, так как до моего назначения за полгода хозяйственная часть имела задолженность перед работниками около 5 миллионов рублей. Была создана комиссия вместе с Министерством по налогам и сборам и администрацией. Инициатива была со стороны администрации района. Эта комиссия нам показала, что около 680 объектов не стояли на учете. Это средний бизнес и малый бизнес. Также была проведена проверка по всем объектам в районе, больших объектов гостиничных, пансионатов, мини-гостиниц. Все стояли на учете, но оплата налоговая, не в полном объеме платили налоги. Есть такой патент, люди платили патент, когда они должны были стоять на общем налогообложении. И все эти работы дали большой эффект. И вот эти перевыполнения, о которых я вам говорю, 167 миллионов 500 тысяч, это честно говоря, заслуга налоговой инспекции. В 2020 году приняли бюджет 2021 года в таких же размерах, 423 миллиона рублей. В 2021 году мы увеличили бюджет на 167 миллионов рублей. В 2020 году бюджет района составлял 423 миллиона 900 тысяч рублей. В 2022 году бюджет уже составлял 591 миллион рублей. В процентном соотношении 2020 года и 2022 года на 40% вырос бюджет района. Более того, на 2023 год мы подготовили проект бюджета 658 миллионов 800 тысяч рублей. В процентном соотношении с 2020 годом бюджет вырастет на 55%. Если говорить о налоговых поступлениях, то в 2019 году план по Гагарскому району составлял 607 миллионов 314 тысяч рублей. Фактически поступило 492 миллиона 930 тысяч рублей. То есть бюджет недополучил чуть более 114 миллионов. Мы не будем разбивать 2020 год, потому как он проходил в условиях пандемии. Посмотрим на 2021 год.
План налоговых поступлений стоял на 2021 год 747 миллионов 373 тысячи рублей. Фактические поступления составили 879 миллионов 410 тысяч рублей. Гагрский район не только выполнил план, но и собрал на 132 миллиона рублей больше. Исполнение составило на 2021 год 118%. А уже в 2022 году установленный план по налоговым платежам 834 миллиона рублей. План стоял. Фактические поступления на сегодняшний день, 920 миллионов рублей. У нас еще 2 месяца впереди. Гагринский район свой годовой план по налогам и сборам в 2022 году уже выполнил и перевыполнил на 70 миллионов рублей. В этом направлении работы будут также вестись. Благодаря увеличению собственного бюджета удалось пополнить парк спецавтохозяйства на 14 машин для вывоза мусора. На эти цели потратили свыше 50 миллионов рублей. Более того, удалось направить средства и на ремонт дорог. На это ушло более 108 миллионов рублей. Администрация откликается и на отдельные просьбы граждан. По словам главы района, обычно они касаются финансовой помощи, связанной с лечением и другими бытовыми обстоятельствами. За этот и минувший год было выделено около 38 миллионов рублей. Продолжаются работы по облагораживанию Приморского парка. Укладка тротуарной плитки, реставрация бордюров и установка освещения набережной обошлись в 37 миллионов рублей. Юрий Хагуш сообщил, что в планах асфальтирование и укладка плитки пешеходной зоны вдоль центральной трассы, а также ремонт Зимнего театра, расположенного напротив Гагрской колоннады. Немалые вложения были направлены на Гагринскую ЦРБ. Около 32 миллионов рублей туда входят ремонтные работы лаборатории и реанимации, а также приобретение скорой помощи, реанимобиля и обычной скорой помощи. В районе стоит острая нехватка мест в детских садах. Нами было принято решение. На сегодняшний день уже идет ремонт кровли детского сада. Называется он «Малышок». На этот детский сад было выделено 3 миллиона 800 тысяч рублей на замену кровли. Также в конце месяца будет выделено 5 миллионов рублей на установку окон, и на что хватит. А на следующий год мы включили в бюджет 2023 года 25 миллионов рублей будут направлены на этот детский сад, чтобы его до конца достроить. Большая работа была проведена по сносу незаконных построек выносной торговли и общественного питания. По проекту, предложенному администрацией района, совместно с предпринимателями была благоустроена территория, прилегающая к набережной Абазга. Все хозяева вот этих объектов выносной торговли, кафе, ресторанов будут уведомлены о том, что в течение 2 месяцев они должны будут обратиться или со своим проектом, или совместно с архитектором при администрации, придать вид своим объектам. Если этого не будет сделано, то этот объект не будет работать в следующем сезоне, в 2023 году. Все рычаги воздействия на них направлены. И на выходе результат люди приходят к тому, что реально надо привести это все в порядок. Как известно, большая часть объектов турразмещения находится в Гагрском районе. Последние несколько лет активно идет процесс восстановления советских пансионатов, санаториев, строительства новых объектов туриндустрии. Исторически так сложилось, что Гагринский район – это локомотив туриндустрии у нас в республике. За последние 2 года старых советских построек, пансионаты, санатории, 70% введены в эксплуатацию, на каких-то объектах ведутся работы. Также в районе инвесторами в городе Пицунда гостиничный комплекс «Москва-Резорт», и в городе Гагра в микрорайоне кемпинги будут большие объекты. Это даст новый импульс, это рабочие места, налоговые поступления в район и в республику. С нашей стороны мы содействуем всячески, оказываем помощь инвесторам. Это в наших интересах. Что касается, хотел бы добавить, касаемо инвесторов, определенные люди, в переводе для них это
называют это предательством, когда слышат слово «инвестор». Руководство страны сегодня идет в правильном направлении. Я, как руководитель района, буду способствовать, чтобы в Гагринском районе инвесторы чувствовали себя комфортно, безопасно. Если говорить о сельскохозяйственном направлении, общая площадь сельхозземель в Гагринском районе 20 446 гектаров, под пашню 409 гектаров, цитрусовые 199 гектаров, сады 148 гектаров, сенокосы 422 гектара. Остальная земля числится в залежах. Но, к сожалению, сельскохозяйственная отрасль мало развита. Усилиями правительства реализовываются проекты по развитию сельского хозяйства республики. Администрация Гагринского района также всячески оказывает поддержку сельчанам района в этом вопросе. Благодаря усилиям правительства Республики Абхазия в рамках ведомственной программы Министерства сельского хозяйства, на которую ежегодно бюджет выделяет 100 миллионов рублей, с нашего района попало 16 проектов. На каждый проект выделяется 1 миллион рублей. С нашей стороны, со стороны администрации, у нас 2 месяца назад были выездные совещания. Мы готовим тоже проект, не в таких масштабах, не в таких количествах, в таких суммах, но мы каждому селу будем выделять 3 миллиона рублей на развитие сельского хозяйства. Пользуясь случаем, хочу обратиться к сельчанам, кто хочет принять участие в этих проектах, может обратиться на местах к своим главам администрации и подать свою заявку на приобретение, я не знаю, насаждений, крупнорогатого скота, не имеет значения. Мы профинансируем любое сельскохозяйственное назначение, которое выберет человек, крестьянин. Мы готовы помогать сельскому хозяйству, так как у нас район туристический, да и без этого наше население должно питаться экологическим чистым продуктом. А сегодня, приходя на рынок, и в любые павильоны, лавки, мы не видим нашего производителя, его нет. Так что мы готовы помогать. Юрий Хагуш коснулся и вопроса энергосистемы. По его словам, проделана большая работа по выявлению и пресечению незаконной добычи майнинга криптовалют. И в настоящее время крупных майнинговых фирм в районе нет. Юрий Хагуш также отметил положительную динамику собираемости платы за электроэнергию. Конечно же, здесь есть большие нагрузки на сети. Но мы провели очень большую работу в период, вы помните, майнинг фермы, да, была создана комиссия по поручению президента, и она и по сей день работает, эта комиссия. На сегодняшний день можно сказать, что в Гагринском районе нет больших ферм, майнинг ферм. Люди уже приспосабливаются, по 5, по 10 майнеров ставят в таких местах, в закрытых зонах, что мы туда не можем попасть. На сегодняшний день заканчиваются работы в рамках инвестиционной программы в поселке Бзып, ПС-220. Было выделено 500 миллионов рублей на реконструкцию, обновление оборудования и увеличение пропускной способности данной подстанции. Также в рамках всей той же инвестпрограммы 23-25 будут проведены работы по реконструкции ПС Пицунда-110. На эти работы будут выделены средства в сумме 250 миллионов рублей. С января по сентябрь месяц Гагринский район потребил электроэнергию на сумму 200 миллионов 500 тысяч рублей. Оплачено 123 миллиона, что составляет 59%. Это самый высокий показатель по стране, по собираемости, по потребляемой электроэнергии. В настоящее время в районе активно ведется работа военных комиссариатов по резервистам и вопросам гражданской обороны совместно с подразделениями МЧС. На данный момент исполняется указ президента Республики Абхазия по осеннему призыву. Военный комиссариат района подготовил необходимые соответствующие документы и приступает к проведению медицинской комиссии. У нас полное взаимодействие на протяжении всей нашей работы. В администрации района есть заместитель главы, который курирует и соприкасается с военкоматом, с комиссариатом района.
Мы видим, что комиссариат проводит ежемесячную работу по резервистам, связывается с командирами батальонов, проводят выездные совещания в селах вместе на местах с главами администрации. В этом направлении ведется работа. Занимаемся вопросами гражданской обороны. Была произведена инвентаризация бомбоубежищ в селах, в поселках и в городах районов. Даны поручения привести их в соответствующий вид. Некоторые из них уже очистили, вывезли мусор, провели свет, установили двери. В этом направлении на данный момент ведутся такие работы. Черное море, величие Кавказских гор, прекрасная природа и мягкий климат. Именно за это туристы так любят Гагру. Экономическому развитию района уделяется особое внимание. За период с 2020 года в эксплуатацию введены 2 гостиничных комплекса, 19 частных гостиниц, 26 магазинов, 4 объекта общественного питания, колесо обозрения. В планах у руководства района улучшать инфраструктуру, чтобы главный туристический район страны стал еще более привлекательным. Алька Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.